Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе Верховная Рада Украины вспоминает Надежду Савченко, которая была задержана год назад на российской границе. Новое реалити-шоу Дональда Трампа. Миллиардер объявил об участии в президентских выборах в США. И екатеринбургских крокодилов доставят в Тбилисский зоопарк, пострадавший от наводнения. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Начнем с новостей из Украины. Районы Донецка, близкие к линии соприкосновения противоборствующих сторон, в очередной раз были обстреляны. Снаряд попал в жилой двор, в результате чего загорелся дом. Еще один взрыв произошел в районе казенного завода химических изделий. Как грохнет, я упала на пол, на балконе, вот. А потом, значит, увидела, что вспышка пошла, вспышка, и у меня вылетело стекло вон с балкона, вот. И я потом быстро выскочила, потому что у меня дети были в спальне, мои 3 внуков там спало. И они уже, бедненькие, услышали, сами выскочили мы в этом самом, в тамбуре до самого утра, вот это и были. Он у меня вот тут, вот там у меня стекло, а вот это у нас первый подъезд. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии и нарушении Минских соглашений. На этих кадрах вы видите последствия обстрела поселка Красногоровка, находящейся на территории, подконтрольной украинским войскам. Выполнение Минских соглашений является одним из главных требований Запада к России, которое поддерживает силы сепаратистов. Об этом в интервью нашей программе заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам интеграции Валдис Домбровскис. Это действительно будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация Восточной Украины. Ну, нынешняя ситуация, скорее всего, показывает, что санкции, конечно, не могут ослабляться, и если даже не ужесточаться. В годовщину задержания Надежды Савченко депутаты фракции «Батьківщина» вышли на трибуны Верховной Рады в белых футболках с портретом Савченко и надписью «Несломленная». Депутаты зачитали обращение Надежды Савченко в Министерство иностранных дел Украины. В нем летчица просит сообщить о точном количестве украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России, а также рассказать о мерах, которые были приняты Украиной по их защите и освобождению. Служба национальной безопасности Украины считает, что в плену у формирования непризнанной ДНР находится более 300 украинцев. Тысячи человек пропали без вести за время конфликта. Последний обмен пленными между противоборствующими сторонами состоялся в феврале этого года. Переговорный процесс затягивается, и в причинах этого пыталась разобраться Ирина Кононенко. Август 2014 года. Взятие Иловайска должно было стать важной тактической победой украинских войск на пути к освобождению Донецка. Но случившееся стало одной из самых черных страниц в истории нынешней войны на Донбассе. С русскими договорились, что они наших раненых отдают нашей стороне, а нас выводят в Ростовскую область. Ну, в принципе, раненых они отдали нашим и армейское подразделение, а вот батальон наш, у них были другие планы. Отдали ДНР. Когда нас везли в Донецк, мы уже рассчитывали, что нас расстреляют. В ту секунду Сергей прощался с жизнью. Вспоминал родителей, вспоминал, как мало прожито. Военнопленных оставили в живых, ведь их можно обменять на своих. Ну, бывали случаи, что нашим бойцам доставалось. Ну, мне доставалось поначалу тоже. Мы как бы все вместе были. Поэтому поддержка друг друга помогала. За всю войну на Донбассе было взято в плен сотни украинцев. По официальным данным, сейчас у сепаратистов находится больше 300 солдат. Под арестом в украинских солдат на данное время находится больше 2000 противников, утверждают волонтеры. Хотя в СБУ говорят, что таких не больше 200. Это разные люди. Это не только те люди, которые держали в руках оружие и впрямую участвовали в боевых действиях, но это также те люди, которые содействовали или способствовали совершению террористических актов. Если говорить о тех людях, которые находятся у нас в СИЗО, если они под контролем властей, если они в СБУ, то никто над их достоинством не издевается. Волонтеры-переговорщики возмущены. Говорят, что процесс приостановлен умышленно. Когда стороны снова сядут за стол переговоров для обмена военнопленными по минским договоренностям, то есть всех на всех, неизвестно. Ирина Кононенко для «Настоящего времени», Киев. Наши корреспонденты пытались получить комментарии у уполномоченных вести переговоры по обмену пленными со стороны непризнанной ДНР. Однако пока наши попытки безуспешны.
Российский журналист «Новой газеты» Павел Каныгин, задержанный в Донецке, вернулся в Москву. Шпионаж, употребление наркотиков и сотрудничество с украинскими изданиями. Во всем этом его обвинили органы безопасности непризнанной ДНР. Не обошлось и без применения силы, и во время допроса Павел Каныгин получил в глаз. Вот как он описал происшедшее с ним в интервью нашей программе. Те, кто меня задерживал, были плохими полицейскими, а те, кому они меня привезли на допрос, были хорошими. В общем, ударом в глаз мне пришелся за то, что я сказал, что я ни за тех, ни за других, ни за украинцев, ни за ДНРовцев, я за мир. Раз ты за мир, получи, сказал человек с автоматом, и меня ударил, собственно говоря. Вот теперь вы можете это все видеть. Павла Каныгина арестовали во время встречи с министром информации непризнанной республики. Когда он пытался получить аккредитацию, «Новая газета» планирует оспорить арест своего сотрудника и добиться от так называемой ДНР разрешения на работу корреспондента. Мы собираем другие документы, будут поданы заявления в силовые структуры России, Украины, да и даже в донецкие силовые структуры с нашей просьбой и требованием, в общем-то, разобраться в вчерашней этой истории и найти тех, кто может ответить. Российские ракетные войска ждут подкрепления. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. В ближайшее время ядерные силы России получат 40 межконтинентальных баллистических ракет. На открытии военного форума «Армия-2015» российский президент отметил, что новые орудия смогут преодолеть любые системы противоракетной обороны. Позже на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Путин пояснил, что силы НАТО приближаются к границам России, а та, в свою очередь, реагирует на угрозы. Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то, значит, мы соответствующим образом должны будем нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза, а как же иначе? А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, считает, что подобные заявления дестабилизируют международную обстановку. Россия необоснованно бряцает ядерным оружием. Это дестабилизирующий и опасный шаг. В том числе и поэтому мы повышаем боеготовность наших сил. Таким образом, мы гарантируем, что и в будущем НАТО останется альянсом, обеспечивающим всем союзникам защиту от угроз. Тем временем в Польше проходят учения группировки войск НАТО под названием «Наконечник копья». 2000 военнослужащих из 9 стран Альянса требуют создать войска, которые, возможно, будет развернуть в любой стране в течение 2 дней. А Пентагон тем временем решает, отправлять ли в страны Восточной Европы тяжелую технику. Командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлов во время визита в Литву ответил на просьбу стран Балтии прислать армейскую бригаду. Мы получили письмо от вашего министра обороны, сейчас оцениваем военный аспект предложения. Затем наши политические лидеры тоже займутся этим вопросом, и через некоторое время мы объявим об их решении. О реакции представителей администрации США на заявление Путина в материалах наших коллег в Вашингтоне. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Шахина. В ответ на заявление Владимира Путина о 40 новых баллистических ракетах пресс-секретарь Белого дома Джо Шернес сообщил, что у него нет конкретных комментариев, но тем не менее он послал в адрес Москвы завуалированное предупреждение. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры, которые мы считаем необходимыми для обеспечения нашей безопасности и защиты нашей территории и суверенитета. Ко всему этому мы относимся серьезно. Организация Объединенных Наций отметит в этом году 70-летие. Ее базовые принципы остались теми же, что и в момент ее основания после Второй мировой войны. Это обеспечение безопасности в мире, развитие и суверенитет государств и соблюдение прав человека. Насколько эффективно он справляется с вызовами времени, давно под вопросом. Тему продолжит Вадим Оленичев. В рамках международных программ ООН множество людей в разных точках земного шара получает необходимую помощь. Но во многих случаях эффект от этой помощи оказывается намного меньше ожидаемого. Вот почему руководство Организации Объединенных Наций пришло к выводу, что настало время применить новые средства, отличающиеся от тех, что использовались раньше. Неудивительно, что, по словам Брюса Джонсона, директора по внешней политике Вашингтонского института Брукингса, вполне вероятно, что должность Сусаны Малкоры – одна из самых сложных и хлопотных в мире.
Госпожа Малкора – глава аппарата генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Это ее департаменту приходится иметь дело с воинствующими экстремистами, массовой миграцией населения планеты, киберпреступностью, климатическими изменениями, вирусными пандемиями. Все эти язвы на теле человечества не проходят сами по себе, отмечают политологи и социологи из ООН. В большинстве случаев социальные и экономические пороки тесно переплетаются друг с другом, и справиться со вторыми можно только ликвидировав первые. Например, считает Сусанна Малкора, разрешить конфликт в Украине реально только если политические лидеры и такие организации, как ООН, объединят свои усилия. В украинском кризисе Организация Объединенных Наций действует по двум направлениям – в гуманитарной сфере и в области прав человека. Однако в политическом аспекте обе стороны вынуждают ООН бездействовать, так как, по их мнению, более активными должны быть другие игроки, особенно ОБСЕ. Генеральный секретарь ООН не раз подчеркивал, что он готов помочь процессу любыми средствами, но только когда стороны об этом попросят. Но устранить разногласия часто не удается. Из-за этого страны, этносы и народности остаются без помощи, в которой остро нуждаются. Чтобы изменить ситуацию, считает руководство ООН, требуется значительно увеличить количество учреждений и организаций, участвующих в международных проектах. К примеру, предлагается расширить проникновение в частный сектор, коммерческие фирмы, благотворительные фонды и неправительственные организации. Хотя шаги в этом направлении предпринимались и раньше, в основном Организация Объединенных Наций взаимодействовала с правительственными органами и другими политическими структурами. Такая стратегия часто оказывалась слишком неповоротливой, а результаты недостаточно эффективными. По всем этим причинам лидеры United Nations сами признают, что у их организации нет такой силы и такой поддержки, как, например, у НАТО. На сегодняшний день ООН не собирается почивать на лаврах и старается действовать настолько успешно, насколько это позволяют ее человеческие и финансовые ресурсы. Но без учета новых реалий все эти усилия обречены на неудачу. Основная мысль, которая все чаще слышна из уст представителей ООН, заключается в следующем. Организация Объединенных Наций находится сейчас в процессе анализа своих собственных возможностей и путей их расширения. А для этого ей необходимо в кратчайшие сроки создать новые инструменты международного общения, убеждения и воздействия. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. К слову об ООН, американский миллиардер и шоумен Дональд Трамп как-то написал у себя в Твиттере: «Меня всегда беспокоили дешевые мраморные плитки в 12 квадратных дюймов за спиной выступающих в ООН. Если бы меня попросили, я бы заменил их на большие красивые панели». Во вторник тот самый Трамп заявил о своем участии в президентской гонке. И, надо сказать, давно кандидаты в президенты не вызывали такого ажиотажа. Эту новость обсуждали в социальных сетях около 4 миллионов человек. Трамп стал уже 16-м участником президентской гонки. В некоторых американских СМИ его предвыборную кампанию сходу окрестили реалити-шоу Дональда Трампа. Подробнее о новом кандидате Юлия Пелл. Дональд Трамп – официальный участник президентской гонки. То, к чему, по мнению многих, один из наиболее знаменитых в стране людей шел уже много лет, наконец свершилось. Всю мою жизнь я слышу утверждение о том, что человек, добившийся большого успеха, по-настоящему большого успеха, не может бороться за политический пост, что такого не бывает. На самом же деле, именно такая установка нужна, чтобы опять сделать эту страну великой. Поэтому, дамы и господа, я официально вступаю в президентскую гонку, и мы вновь сделаем нашу страну великой. Судя по всему, момент выбран верно. 20 лет назад Трамп был известен почти исключительно как миллиардер и один из крупнейших в стране девелоперов, но человек далекий от политики. Теперь же Трамп – активист республиканской партии, а еще шоумен, телевизионная звезда и автор многочисленных книг. Правда, Трамп достиг солидного даже для политика возраста. Несколько дней назад ему исполнилось 69. Зато благодаря роли ведущего телевизионного шоу «Ученик» несколько лет назад в списке 100 самых известных знаменитостей журнала Forbes он был помещен на 17-ю строчку. Широкая известность и имидж целеустремленного бизнесмена позволяют Дональду Трампу держаться на публике несколько экстравагантно, если не развязно и не стесняться в выражениях. Он, например, откровенно заявил, что достиг такого материального достатка, что, цитата, «один принадлежащий мне магазин фирмы Gucci дороже всего состояния Митта Ромни». В ходе предвыборной кампании Трамп собирается использовать имидж успешного американца, у которого, тем не менее, большие деньги не отдаляют от простых работяг. Я трачу мои собственные деньги. Я не использую лоббистов, я не использую спонсоров. Мне это не нужно, потому что я на самом деле богат. И говорю это не для того, чтобы порисоваться. Этой стране нужны такие люди, как я, с такими мозгами, как у меня, потому что надо сделать так, чтобы вся страна была богатой.
По собственному утверждению миллиардера, пресловутая американская мечта давно приказала долго жить. Но он, Дональд Трамп, берется ее воскресить и улучшить. В частности, Трамп пообещал, что он будет самым лучшим президентом по созданию рабочих мест. Как отмечают аналитики, расчет здесь на то, что избиратели поверят. Если человек сумел стать сверхбогатым, то у него есть чему научить рядовых американцев. Правда, с обещанием обеспечить рабочие места кандидат немного запоздал. Кризис на рынке труда уже миновал, и безработица в США 5,5% превышает нормальный уровень всего на 0,5%. Но, как считает часть политологов, Дональд искренне верит, что его телешоу и знаменитые башни отелей, так называемые Trump Towers, построенные по всему миру, это лучшие свидетельства его масштабного видения, его энергии и предприимчивости. То есть как раз тех качеств, которые нужны президенту США. Вопрос теперь в том, поверят ли в это избиратели. Юлия Аппел, Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Кстати, едва успев стать официальным кандидатом, Трамп вызвал международный скандал. Министр внутренних дел Мексики возмутился предложением миллиардера построить огромную стену на южной границе США, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов и контрабанды наркотиков, и назвал замечания Трампа о Мексике предвзятыми и абсурдными. Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить. В Вашингтоне прошел литературный вечер Владимира Войновича, писателя, драматурга, поэта, диссидента, лишенного советского гражданства и высланного в СССР в брежневскую эпоху, а в ранний путинский период награжденного Государственной премией России. О литературе и политике в эксклюзивном интервью для нашей программы. Репортаж Александра Панова. Произведение «Простая труженица» из цикла «Рассказы о коммунистах». Зал встречает смехом. Автор всерьез благодарит российское руководство за то, что те вещи, которые казались устаревшими, стали вновь злободневными. Вот говорят, наступать на те же грабли, а у нас так как будто вообще такие дороги из граблей, граблями выложены. Вот. И мы идем и наступаем, и наступаем, и наступаем. Войнович видел невероятные повороты судьбы. Сын репрессированного редактора областной газеты написал в молодости стихи к песне, ставшей гимном советских космонавтов. Помните? «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». За правозащитную деятельность и сатирическое изображение действительности его исключили из Союза писателей. А после публикации за рубежом жизни и необычных приключений солдата Ивана Чонкина лишили гражданства и выслали из СССР. Сатирик жил в эмиграции, сотрудничал с «Радио Свобода» и триумфально вернулся на родину в годы демократизации. Даже Гоголь, он не писал там вот конкретно против правительства, он описывал жизнь такой, как она ему виделась. А эти книги как-то действовали, но все равно действие этих книг не надо преувеличить. Художественная литература, к сожалению, играет не очень большую роль вообще, потому что если бы она играла большую роль, то наша страна была бы самой лучшей страной на свете, имея такую литературу. Солдат Иван Чонкин критиками и читателями приравнивался к лучшим литературным образцам героя из народа, таким как Василий Теркин-Твардовского. Те, кто прочитал трилогию до конца, знают, что стал в итоге Чонкин американским фермером и даже встречался с Горбачевым. В нынешние времена вставание с колен, возвращение духовных скреп и написание позитивных учебников истории Чонкин вновь выглядит очень сомнительным героем с точки зрения официальной идеологии. Чонкин не такой, он вообще не идеологизирован, и его идеологизировать нельзя. Но ему можно сказать что я никто, значит, мне говорят, иди туда, я иду туда. Пошлют добровольцем, скажем, на Донбасс, он пойдет. Недавно писатель послал президенту письмо, просил об освобождении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Нет, я в честность политики не верю, но я верю иногда, что политика может быть разумной, понимаете? А эта политика неразумная, она самоубийственная. Этот режим вообще кончится, и будут говорить, кто будет виноват в разрушении Советского Союза. И виноваты больше всего это Брежнев, Андропов, Черненко и так далее. А не Горбачев, который попытался это дело исправить. Также и в крушении этого нового режима будут виноваты сегодняшние руководители во главе с товарищем, мы знаем, по фамилии П. А вы верите в то, что маятник качнется опять в сторону демократизации? Обязательно. Верите, да? Да, то есть вы, наверное,
Оптимист. Я не знаю, оптимист ли я, потому что будет попытка обязательно новой перестройки, будет обязательно попытка примирения с Западом, потому что то есть России некуда деваться. Вполне возможно, что это кончится разрушением, развалом России, так же, как развалился Советский Союз. 82-летний автор продолжает писать и рисовать. Все повторяется и возвращается. Как говорил Корней Чуковский, в России надо жить долго. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время, Вашингтон. Далее эфир из Праги от культуры к сюжету о бескультурии. В столице Казахстана задержаны 18 человек, подозреваемых в участии в массовой драке, произошедшей вечером во вторник около одного из крупнейших торговых центров Астаны. По словам сотрудников полиции, 30-летняя женщина-инвалид с 3 детьми собиралась просить милостыню в здании торгового центра. Как сообщается, сотрудники службы безопасности не пропустили женщину в здание, в результате чего между женщиной и сотрудниками службы безопасности возник словесный конфликт, что спровоцировало массовую драку. В беспорядках, по словам очевидцев, принимали участие несколько десятков человек. Очевидцы также сообщают, что первый этаж торгового дома полностью разгромлен. Беспорядками закончился также и футбольный матч столицы соседнего с Казахстаном Кыргызстана. Более 3000 болельщиков с билетами не смогли попасть на отборочную игру чемпионата мира между сборными Кыргызстана и Австралии. Болельщики штурмом пытались взять стадион. Подробнее в материале Адилета Бектурсунова. Этот матч, а точнее ужасающие кадры беспорядков, сегодня бурно обсуждает вся страна. Многотысячная толпа буквально штурмует ворота главного стадиона Бишкека. В страшную давку втянуты даже женщины и дети. Через несколько часов в социальных сетях появляются фотографии первых жертв столкновений. Сходили на футбол. Позор. По разным данным, на матч, имея билеты, не попали более 3000 болельщиков. Многие покупали билеты втридорого у перекупщиков. Некоторые от безысходности начинают перелазить через заборы, забираться на крыши близлежащих магазинов. В беспорядке получили травмы разной степени более 10 человек. Один ногу сломал, а другой там кто-то его в камень кинул, да, ему по голове, в голову попало. С таким ажиотажем футбольных болельщиков бишкекская милиция сталкивается впервые. Многие возмущаются, что организаторы продали слишком много билетов на матч. Трибуны стадиона «Спартак» вмещают 18 тысяч зрителей, но мест на всех не хватило. Мы в итоге остались на улице, мы остались с кукишом. Завтра я напишу, как гражданин Киргизстана, налогоплательщик, я напишу иск, я подам против Федерации футбола, против этого стадиона и, в частности, против этой силовых структур. Сейчас власти расследуют причины произошедшего. Федерация футбола Кыргызстана, они же организаторы матча, рассматривают возможности возмещения стоимости билетов. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. В центре Тбилиси на людей напал тигр-альбинос. Один мужчина погиб, другим удалось спастись бегством. Во время операции по нейтрализации тигр был убит. Это не первое животное, убитое на улицах Тбилиси за последние дни. Во время ночного наводнения в минувшие выходные из зоопарка сбежало много хищников. Среди них львы, медведи, тигры. Некоторые из них, представляющие опасность для жителей города, пришлось застрелить. Власти Грузии уже сообщили о том, что руководство зоопарка, которое ранее заявило об отсутствии угрозы для жителей города, может быть привлечено к уголовной ответственности. А в России екатеринбургский заводчик рептилий готовит необычную посылку, пострадавший от наводнения город. Хозяин крокодиловой фермы готов помочь зоопарку грузинской столицы в восстановлении коллекции своими питомцами. О необычной гуманитарной помощи Екатерина Пономарева. Этих своих питомцев хозяин крокодилей фермы Евгений готов отпустить в поистине большое плавание. Животных он собирается отдать тбилисскому зоопарку. Необычную гуманитарную помощь крокодилами грузинским коллегам мужчина предложил в письме, после того, как увидел кадры с плавающими по улицам затопленного города животными. Серьезно болею за вот таких вот рептилий, то есть они мне не безразличны. И понимаю риски, которые могут произойти с животным, который плавает, ну, так скажем, не сильно в стерильных условиях, которые есть в террариуме. Там вода, определенный микроклимат. С тех пор покоя на ферме нет. Родители крокодилов от идеи своего хозяина, похоже, не в восторге. И, видимо, не очень рада возможной разлуке со своими малышами. Мама крокодилиха в последнее время сама не своя. Второй-то пошел.
Эта самка питона пока еще ждет свое потомство, а Евгений тем временем вынашивает планы на ее деток. Питонов он тоже готов бесплатно отправить в грузинский зоопарк. Еще в его хозяйстве скоро появятся и маленькие крокодиловые кайманы, и они были в коллекции тбилисского зверинца. Так что вот кто вылупится отсюда, тот, в принципе, может уехать в Тбилиси, зоопарк. Впрочем, помощь от екатеринбургского ловца крокодилов для грузинского зоопарка «Капли в море». Во время наводнения из клеток сбежали сотни зверей. Эти кадры с гуляющими под Тбилиси бегемотом и львом быстро облетели весь мир. Часть зооколлекции спецслужбам удалось поймать, но как скажется на животных долгое пребывание в грязной воде, еще неизвестно. Большую часть хищников специалистам и вовсе пришлось умертвить. Многие звери утонули. Тбилисский зоопарк, говорят их уральские коллеги, был известен в первую очередь своей коллекцией хищников. Так что специалисты зверинца Екатеринбурга готовы сформировать свою посылку помощи. На низком старте Свердловское отделение Красного Креста. Если Тбилиси попросит, помощь готова оказать максимально оперативно. Зоопарку в первую очередь требуются денежные средства для восстановления. Если зоопарк обратится к нам, я думаю, что наши земляки, соотечественники, они достаточно гуманны. Но пока тбилисский зоопарк сам о помощи никого не просил. Чтобы оправиться после трагедии, им нужно время. Хозяин крокодиловой фермы говорит, готов ждать. Пары месяцев ему как раз хватит, чтобы подрастить свою гуманитарную помощь. Вот такие вот у нас малыши. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Крокодилы из России едут в Тбилиси, а вот в Америке начался сезон акул. Наташа, продолжайте. Да, на океанских побережьях в США, и, кстати, не только в США, начался плавательный сезон, который редко обходится без малоприятных для отдыхающих инцидентов с участием акул. Александр Григорьев о том, как можно искупаться и остаться при всех конечностях. У берегов Северной Каролины акула или акулы искалечили двух подростков. По подсчетам международного досье нападения акул на человека Университета Флориды, в 2014 году в мире произошло 72 нападения акул на людей. От зубов акул погибли 3 человека, 2 в Австралии, 1 в Южной Африке. Наиболее опасными традиционно считаются воды, омывающие Соединенные Штаты, Австралию и ЮАР. Согласно многолетней статистике, в мире увеличивается количество неспровоцированных атак акул на людей, однако уменьшается количество летальных исходов. Ученые из Университета Флорида, это ведущий научный центр мира, который занимается этой проблематикой, утверждают, что возможно минимизировать риск встречи с акулой. Важно помнить, что там, где появляется рыба, могут появиться и акулы, поэтому не рекомендуется купаться вблизи устьев рек или вблизи причалов, где швартуются рыбацкие суда. Если вы видите, что морские птицы пытаются выхватить рыбу из воды, лучше немедленно вернуться на берег. Не стоит заходить в воду в сумерках или ночью, когда многие морские обитатели особенно активны. Зрение акул устроено таким образом, что они особо хорошо различают яркие контрастные цвета. Поэтому перед заходом в воду лучше снять блестящие украшения. Они отражают свет так же, как рыбья чешуя. Следует избегать купальников контрастных цветов. Наиболее безопасны однотонные костюмы черного и синего цвета. Ни в коем случае не надо входить в воду с кровотечением. В воде лучше держаться группами, потому что хищники предпочитают нападать на одиночек. Справедливости ради отметим, что с точки зрения статистики нападения пчел, собак и змей гораздо чаще приводят к гибели людей. В прошлом году у берегов США было зафиксировано 52 нападения акул без летальных исходов. Если вы зашли сегодня на поисковую страницу Google.com и увидели там следующую картинку, это в честь того, что сегодня исполняется 130 лет со дня прибытия Статуи Свободы в Нью-Йоркскую гавань. Без этого подарка французских властей немыслимо сегодня представить Нью-Йорк, да, собственно, любой блокбастер, действие которого происходит в Большом Яблоке. С 1984 года Статуя Свободы находится под особой охраной ЮНЕСКО, что не мешает кинорежиссерам регулярно превращать ее то в объект нападений монстров и инопланетян, то в символ угасающего человечества после какой-нибудь природной или техногенной катастрофы. Изначально Статуя Свободы не была зеленой, но поскольку она сделана из медных листов, она позеленела со временем вследствие атмосферных условий. В правой руке Свобода поднимает факел, в левой держит табличку с датой подписания договора о независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля 1776 года. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи. Шахид, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахид Якуб. Всего доброго. До свидания.